12 лет прошло со дня международного признания независимости Абхазии. Первой страной, публично подтвердившей наш суверенитет, стала Российская Федерация. 26 августа 2008 года – это день, который навсегда останется в истории Абхазии и памяти граждан. Тогда эта новость, сначала прозвучавшая с экрана телевизора, стала настолько важным событием, что многие люди не могли сдерживать эмоции. Они пускались в пляс, обнимали друг друга и плакали. Сейчас на дворе 2020 год. Очень много изменилось в укладе мирового сообщества, но Абхазия уверенно ступает по избранному пути, а это традиционное празднование служит тому подтверждением. Первый концерт по случаю признания независимости был стихийным. Его молниеносно организовали на площади Свободы жители Абхазии. С тех пор каждое 26 августа в стране проводятся масштабные праздничные мероприятия. В этот день люди вышли на набережную со своими семьями, чтобы отметить праздник вместе. Чтобы никогда не было войны, самое главное. Ну и хорошая реставрация, да. Чтобы было второе Монако. Абхазия была второе Монако. Поздравляю Абхазию с этим праздником и желаю всего самого наилучшего, светлого. Добрые пожелания звучат отовсюду. Искренние поздравления жителям республики произносят и гости страны, отдыхающие здесь туристы. Я очень хочу пожелать Абхазии, которая прошла такую тяжелую войну, чтобы всегда было мирное небо над головой. Это было бы у всех. Чтобы было здоровье, в этом году оно очень всем необходимо в связи с коронавирусом. И очень хочется, чтобы наши народы всегда дружили. Мы 6-й год в Абхазии, мы ее любим, мы ее обожаем. Абхазия – это маленький рай. 26 августа – это день исполнения мечты для жителей Абхазии. Такое отношение должно сохраниться на долгие века, говорит заслуженный деятель культуры Нурик Варчия. Завоевать свободу, мне кажется, легче, чем эту свободу защитить. Мы ежедневно должны об этом думать, выполняя любую работу. Как видите, так случилось, что нас мало. Мы не только за себя должны работать, мы и за того парня, и за тех ребят, которые сложили голову, должны работать и думать. Пожелаю всему нашему народу, чтобы каждый день проходил у них как праздник. Для создания праздничной атмосферы местные звезды эстрады постарались на славу, а выступление российской певицы Юлии Чичериной стало настоящим сюрпризом для собравшихся. Солнце забыло дома часы, по телефону прощение просить. Сегодня, вчера и завтра с утра и опять до утра. Жара, жара, жареное солнце, возьми городок. Жара, жареное солнце. Юлия Чичерина – символичный гость. Певица давно известна своей смелостью и отвагой. Ее называют борцом за справедливость, когда речь идет об ущемлении прав людей. Чичерина – самый большой друг Донбасса. Она многократно давала концерты на передовой и поддерживала боевой дух солдат. Не раз организовывала благотворительные концерты, не афишируя и не бравируя этим. Пользуясь случаем, казаки-ветераны Отечественной войны народа Абхазии на глазах у местной публики наградили певицу за проявленное мужество Георгиевским крестом. За проявленное мужество и патриотизм, благотворительность и гуманитарную помощь, оказанную в период с 14-17 годах в ДНР и ЛНР, в порядке исключения наградить Георгиевским крестом Чичерину Юлию Дмитриевну. На этом сюрпризы не закончились, и на сцену вышла еще одна приглашенная звезда – Александра Морозова. Не зная горя,
плещет море. Молодежи особенно по душе пришлись песни Морозовой, не удержать было родителям и малышей. Краю одной плещет море. Сидят мальчишки на заборе. Праздник у колоннады продолжался допоздна и даже после завершения основной программы. Сухумская набережная вечером 26 августа превратилась в переполненный светящийся бульвар, где под приглушенную музыку, доносившуюся из кафе и ресторанов, долго гуляли жители и гости страны. Амелия Бисмарк, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.